Как вы помните, да, средств массовой информации в ноябре 2021 года 13-летняя девочка пропала из дому. Об этом заявил ее брат, о том, что она пропала. Через 3 дня милиция ее нашла. И выяснилось, что девочка была изнасилована на территории Ленинского района. Девочку допросили, уголовное дело было возбуждено. И через некоторое время два следователя Ленинского РУВД и медицинский эксперт, они подделали документы и, значит, переквалифицировали, якобы это было по добровольному согласию. Что же получается? Девочка, которая узнала об этой ситуации, естественно, она чувствовала себя очень униженной, незащищенной, тем более она была круглой сиротой, у нее не было родителей. И, значит, находясь в таком состоянии, через 5 месяцев девочка покончила свою жизнь суицидом. И вот мы сегодня, значит, долго думали, почему же начальник ГУВД делает такие сообщения. Все эти дни мы были возмущены. И вот мы считаем, что первое, возможно, он был сам в курсе и попустительствовал этому. Возможно, он даже помогал, да, следователям совершать это преступление. Возможно, он сам способствовал и был на стороне виновного лица. Почему он с такой, скажем, яростной позиции стал защищать потенциальных и действующих преступников, которые совершили изнасилование? Вы знаете, мы ежедневно получаем случаи насилия в отношении детей, и они уже увеличились несколько раз. Одной из причин, я считаю, что это вот такая такое преступное, непрофессиональное поведение, отношение вот таких начальников, как господин Нагайбаев. Мы значит, господину Нагайбаеву принесли статьи, законов, да, и позицию, правовую оценку Генеральной прокуратуры для повышения его правовой безграмотности и сообщить, что до 18 лет дети, согласно Конвенции ООН о правах ребенка и согласно Кодексу о детях, они считаются детьми. Нагайбаева в отставку. В отставку. Нагайбаев детский. В отставку. Нагайбаев детский. В отставку. Нагайбаева в отставку. Мы просим президента и министра внутренних дел отправить начальника ГУВД в отставку за то, что он поощряет сексуальное насилие в отношении девочек.